Программа действий, которую в прошлом году приняло правительство республики, остается неизменной и должна быть реализована при любых условиях, поскольку это наказы жителей. Но обстоятельства могут корректировать инструменты реализации этой программы. Такими словами глава Коми открыл сегодня рабочее совещание с представителями профсоюзных организаций. Встреча прошла в формате круглого стола, в котором участвовали и профильные министры по направлениям, где сегодня больше всего вопросов. Главное из них касается зарплат. Константин Куратов передает подробности. Первый вопрос – не пострадают ли пенсионеры, шахтеры и нефтяники из-за нового законопроекта о работающих пенсионерах. На федеральном уровне обсуждают предложение о том, что если доход работающего пенсионера более миллиона в год, ему не будут выплачивать пенсию. Глава тут же заверяет, даже если такое решение будет, своих пенсионеров республика в обиду не даст. Как и собственную авиалесоохрану. Ее, по словам руководителя профсоюзов лесной отрасли Светланы Князевой, Москва недофинансирует. Если вспомнить, 13-й год, когда мы вынуждены были за счет республики добавлять более 100 миллионов рублей, чтобы покрыть кредиторскую задолженность перед предприятиями, которые участвовали как раз в авиационном патрулировании, тушении пожаров и так далее. Хотя все мы понимаем, что это чисто федеральные полномочия, мы по большому счету просто уменьшили возможность своего бюджета для решения своих собственных проблем. Так вот, мы вынуждены были подавать в суд на Российскую Федерацию. А вот в вопросе о помощи отделениям почты на селе ответ главы не был столь обнадеживающим. Профсоюз связи просил бесплатное помещение, компенсацию отопления, но губернатор направил разговор в поручение для комитета связи представить к 1 июля предложение. Найти вариант какого-то комплексного решения, когда те услуги, которые почтовые, банковские, по предоставлению каких-то услуг этих же многофункциональных центров и так далее, свести в единое целое. Для того, чтобы можно было в одном месте на понятных всем условиях оказывать услуги разного плана жителям этой глубинки. То есть каждому в одиночку не выжить. Большой блок вопросов был связан со стратегическими предприятиями в Коми. Профсоюзы агропромышленного комплекса обеспокоены активностью инвесторов вокруг Сыктывкарской птицефабрики. Но глава вместе с министром сельского хозяйства успокоили. Сегодня это единственное предприятие региона по производству яиц, а значит будет работать, обновляться и наращивать объемы. При общих запросах республики на 240 миллионов яиц модернизация позволит птичнику превзойти половину потребностей. Сегодня только поиск того, кто возьмется полностью за строительство новых птичников. А государственная поддержка по линии Минсельхоза идет в полном объеме, в плановых цифрах, поэтому предприятию беспокоиться нечего. Защитниками трудящихся выявлены факты явно несправедливого распределения зарплат. Например, в некоторых образовательных учреждениях Воркуты зарплаты упали сразу на 10%. При этом доходы руководителей выросли на 60%. Причем картина характерна для многих муниципалитетов. Губернатор потребовал разобраться. При выявлении таких случаев, как предмет разбирательства с такими руководителями, он должен быть как минимум на уровне даже не муниципалитета, а соответствующего отраслевого ведомства, и необходимо очень жесткие решения принимать в отношении таких руководителей, вплоть до снятия с должности. Иначе мы можем бесконечно так обсуждать, а порядок не наведем. Поэтому такая задача перед отраслевыми министрами поставлена. И что немаловажно, результаты проверок вплоть до имен и фамилий должны быть открыты для общественности, отметил глава. Что касается в целом уровня зарплат бюджетников, сейчас задача не ронять сложившийся уровень. По северо-западному округу пока мы на 3-м месте, по России на 13-м. Глава напомнил, уровень зарплат должен быть увязан с уровнем эффективности бюджетных учреждений. Константин Куратов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.